Всем привет! Всем привет! Город Якутск. Смотрите, какой у нас классный светильник здесь. Шикарный, да? Смотрите. Погодка сегодня шепчет. Погулять. 47. Минус, конечно. А это я стою возле вот здесь вот торгового центра Туймада. Здоровый такой магазин. Вам видики. Видики. Тут памятник собачки стоит. Сейчас я вам его покажу. Памятник собачки, дворняжки. Вот видите, да? И причем она не просто, а тут со щенком. Вот такая вот она собачка. И написано здесь, что написано? Им нужна наша помощь. Фонд Белый Бил. Вот. Вот такая вот. Короче, давайте с вами зайдем в этот дом большой. И там погреемся. Если удастся, там связь будет нормальная. Ух ты, как холодно-то, у меня уже рука окочурилась. Быстрее, давайте быстрее. Сегодня какое? 23 число. Сейчас проходим. Вот в такой тамбур зашли, уже проще. Давайте. Сейчас я перехвачусь. Вот у меня тут две какие-то звезды, я не пойму, что такое вообще. Какой-то стол, стулья. Ну и вход вот этот. Давайте, все холодно. Пойдем сюда. А здесь тоже что-то такое новогоднее. О, здесь шикарно. Знает. Тут неудобно подходить, а? Этими сумками. Снеговичок. Ух, какой морозец сегодня, слушайте. Так, вот здесь вот Алмаз супермаркет есть. Вот он какой. Там что у нас? Я не знаю, что. Зайду. Посмотрим, что там. Огурчики соленые. 30 рублей. Какая банка? Я думаю, не очень. А это что такое? Акция. Чай какой-то. Я не пойму, сколько стоит. Чай-то надо брать. Хороший. Я раньше этот магазин часто заходил. А сейчас вот. Мандасинская? Крымская есть какой-нибудь? Крымская есть, паста есть, сладкая. А где она? Вот такой вот. А, вот это? Да. Не, Полусладкая. а новый свет, что-нибудь такого? А, такого нет. Нету, да? А массандровское вино есть у вас? Тоже нету, да? Российская есть, киргизская. Рожденка Молдова, да? Франция, Чили. А здесь крепкие напитки, да? Крепкие. Видно, да? У нас напитки делали. Это интересно. Это винишко. Виночка.
Можно пройти, да? Когда так не работает, да? Да, печально, конечно, печально. Один смотрит. Спасибо, что смотрите. Ходим вот через такие летелки такой. Высоко-высоко. Летелки. Они коричневые бывают. Тут что такое? Круассанчик 110 рублей. Один раз можно себе позволить. Здесь где-то елка здесь была такая прикольная. Вот городский аппарат. Как всегда, к нему купить такой еще. А у нас организм, потом вот это. Вот она елка. Елка, палка. Это что-то было? А что, подарки новогодние, да? Это для детей, да, что-то? А, да. 1200, да? 1000 рублей. Понятно. Здравствуйте. А это что, натуральная Да, это живая пихта. пихта, да? Это от нее запах, да, такой? Да. Так, а что она, это такой самый там минимальный наборчик сколько? Нормальный набор у нас получается 600 рублей идет. Ага. Вот он стоит. То есть он сколько запах дает? Ну, 3 месяца он точно Месяца, стоит, да. То есть вот только взять. Минимальный, просто надо чуть увлажнять Вот его. даже я со своим носом чувствую. А, они в губке стоят, их тоже надо пропитывать время от времени. А, вообще- понятно, капать туда водичку, да, Ну обычно? да, а вообще они неприхотливые. А даже ветки обычные продаете, Ага. да? А ветка сколько? От 400 рублей, в зависимости от Ага. размера. Вот, допустим, такая где-то будет. Пихта, это же откуда-то привозят, да? Да, это привозное всё. М, Ну, В России идут вот так. ну, она не сыпается, да, так вот? Нет, как если это? она даже сохнет, она стоит. А, да? Ага. Ух ты, класс, надо будет взять. Ага. Хорошо, интересно. Вот что делают. Пихта продают. Вот наборчики, да? Рыбочки. Так, давайте с вами поднимемся. Всем привет, город Якутск. Зашел погреться. Тут что-то холодно сегодня на улице. Полтинник-то точно есть. Там вон какая-то капушка была раньше. Сейчас она работает, нет? У нас эскалатор. Все как в лучших домах Парижа и Лондона. О, Миша. Это магазин. Со своей едой. Тут, короче, зона еды. Зона еды. Шаурма. Всякая разная. Такая делают. Так, короче, мне тут звонили. Звонили мне. Пришлось ответить. Какие-то лепешки. Лепешки. Ладно. Все это новенький. О, кофе. Что-то я чувствую запах кофе. А, вот это кофе с собой. Здрасте, здрасте. Это 110, да, 200 миллилитров стаканчик. Американо. В зависимости от объема, да? Что такое? Просто всякие кофе, капучино, едальные. А здесь календари продают какие-то, да?
А это якутские календари. Так, нам надо еще выше подняться. Надо. Туда ползем. Там магазины разные. Закупи. Я не буду по ним ходить. Ничего интересного там нет. Когда-то здесь, короче, в этом здании был комбинат, полиграфический комбинат, ну, издательство. Там разные периодики выпускали, газеты, журналы, книги. А потом, поскольку он находится прямо в центре, его переоборудовали под большой торговый центр. Вот видите, да? Такой он там. Ух. Аркова, Иркутск. Такие большие плакаты. Смотрите, высота какая. Йоу. Смотрите. Тут эти, смотрите, что. Я хочу сумку положить и не могу. Потому что ключа ни одного нет. А мне, блин, неудобно эту сумку таскать, потому что она круглая и сваливается. Вот ДК. Так, телефоны. Мало интересно все, да? Давайте с вами подойдем. Привет. Привет всем, привет. Угу, торговый центр, да. Так, где у нас это? Samsung S20 89. Что это такое? Шикарный дневник. Ё-моё, я не смог это. Приятно. Ну, камера какая шикарная. Такой надо брать, да? Вау, картинка такая. Супер. Приятно в руке держать его. Вот цена, конечно. Galaxy Note 20 тысяч. А он что? Такой ручкой. Угу. Да, нет, у нас тут завода не... Да, фабрика была. Продукт... Нет, книжная, бумажная. А это с квадратными какими-то такими острыми углами. Вот. Ну, камеры хорошие. Да, а этот тоже 89. Но он красивый, камеры какие хорошие. Смотрите, вот на него снимать, если... Ну, по-моему, даже в темноте будет снимать. Какой модуль этого. Модуль камер мощный. Смотрите, какой. Супер, да? Наибольшее себе. Ну, подешевле. 70 тысяч. Ноты 20. А, это ручка, да? О, видали? Так, берешь. Оп. Узнай больше о себе. Bluetooth. Ну, давай, нажимайся. Чик. И остановить. Готово. Галерея. Лучше камеру. Ну, так это можно с него стрим вести прямо. Вот возьмешь. Камеры хорошие. Видите? С ручкой. Этим. Стилус. Стилус. Вот эти берешь, нажимаешь. Где там что? Удобно очень. Чпок, нажал. Войти. Ну и так далее. О, удобно. О, у него, смотрите, видите, да, какие шикарные камеры. А у этого камеры послабее. Послабее. Вот этого хорошая камера. Ну, это 20. Ну, он в темноте плохо будет такой телефон снимать за 12 тысяч. А у этого светосила-то, смотрите, какая. Такие, это самое, линзы здоровые. Смотрите, видите, да? Вон у меня палец и линзы какие. Видали? Как у айфона почти. Они даже это, по-моему, лучше он снимает иногда, чем айфоновский. Хотя они примерно одинаково. Вот что Samsung, что iPhone снимает. А вот у меня iPhone 11. Это где это? 12-ка. А вот 12. Ну да, конечно, переплата, но, блин, как он только туда вылазит здесь.
Вот он, 12-й. Новая модель. 80 тысяч. Уже у него линзы хорошие. Они, по-моему, послабее будут, чем эти. Послабее, да, чем у Samsung. А вот прошка 12-я. Стольника. Ну давайте наводить. Вот. Стольник. Это маленький. Вот у него линзочки получше уже будут. Вот хороший вариант для блогинга. Еще и золотой, да? Он золотой вообще. А этот подороже 109 тысяч. Ну, этот еще мощнее. О, какие у него линзочки. Вот можно постоять, потыкать. У него нету этого стилуса, приходится пальцем. Вот камера, чпок. Берешь что-нибудь. О, видали, как все. В рассрочку сколько? В рассрочку что-то не написано здесь. Ну, не знаю, тысяч по 12, наверное, в месяц. Есть, смотря на какой срок берешь. О, размер есть. Так. Как отсюда выйти-то? А, вот как. Прикольно, да? Айфончик. Можно не покупать. Зашел сюда и это самое. Потыкал. О, как. Видали, какие классные фотки можно им делать? Вау. Супер, да? Видали, да? Какая. Ну, хорошие варианты. Вот. Ну, цена, конечно. Так, это что у нас? MacBook. Оперативная память. А, там разная оперативная. У него 128 гигабайт, но это постоянная память. И максимум 256. 512 гигабайт. 512, оперативка, сколько у него? 6 или 8, я уже не помню, гигов. Вот у этого. 8, по-моему. MacBook 179, 13 дюймов. Ну давай, наводись-то. О, какой-то маленький вариантик есть. За 180 тысяч. Ну, куда ты ходишь? Видите, у меня дешевый телефон, он фигово снимает. Ну, включился без этого. Вот это бар можно вызывать. Типа заменяешь его. Яркость, яркость добавляется. Вот что-то напечатать, пароль здесь стоит. А этот вариантик 273, 15 дюймов с панелью Touch Bar. Вот она. Уже. А, вон она зажигает. Вот Touch Bar, вот эта панель. При поломке можно прийти поменять его на новый. Ну, короче, 273 тысячи. Опять тут запаролено все у них. Дистанцию надо соблюдать 1,5 метра. А вон там еще подойдем. Хороший вариантик. Да, хорошие цены, да. Вот это вот стационарный. Он даже дешевле, чем этот ноутбук, вот тот он, который, видите, 100, получается, 190, да, тысяч. Угу. Можно потыкать что-нибудь. Вот на нем хорошо обрабатывать видео, фотографии щенков. О. Видали? Как тут на полный экран тут сделать его? Редактировать. Можно даже редактировать. Смотрите. Красные глаза. О. Все сразу сделаете. И маленькая эта самая клавиатурка такая вот. Все беспроводное. Мышка беспроводная. Видали? Apple. Яблоко. Клава такая же. Стоит 190 примерно, да? Так, а здесь AirPods. AirPods. Угу. AirPods вот в уши
ТВС, да? Ушки. Здравствуйте. Так. А, вот ватчи, да? Ватч. Apple Watch. Сколько он стоит? 39. 39. Какой вариантик есть? Смотрите. Меняются календарь. Это тоже цены разные. 39. Самый дорогой. 40 тысяч. Так. Что тут еще хорошего есть? Так, ну это всякая бытовая техника. Бытовуха. Бытовуха. Проходим. Бытовуха. Так. Не пройдешь, видишь, с рюкзаками. А вот грили, вот эти вот. Гриль. Жарить. Мясо. Любите? Или шаверму делать, шаурму. В домашних условиях. Насадка противень. Я не знаю, что такое. Так, холодильники. Нам не нужны. Холодильники, короче, так, как отсюда выйти? Я заблудился. О, вот этот хороший. Вот этот хороший холодильник, смотрите. 283. Холодильник Хайер. У него, смотрите, как сделано все. У него одна дверца, да? Смотрите, видите, да? Хотел одну дверцу. Ну как. И вторая дверца есть. О. Вторая дверца, да? И вот эти лари. Получается лари. Выдвигаются лари 2. Таких, а это вообще какой-то гигантский ларь. Вау. Ну вообще. Вещь. Какой он большой, здоровый, видали? Только куда его ставить? А вот поменьше есть вариантик. 119. Тоже двухдверный. А, вот смотрите, как сейчас стали с ларями делать, вот этими выдвижными. Угу. Видали? Туда мясо кучу ложат. Мясо. Пол ногу там или кого там. Так, здесь. О, фототехника. Фототехника, да? Аппараты. Sony. Мони. О, объективы к ним есть. Вот этот 80 тысяч объектив стоит такой к сумке. Вот такой вот сумки. Угу. Так. Sony Alpha по акции. Слушайте, акция еще действует. 100 тысяч объектив такой вот стоит. Нормально, да? Так, это еще соневская. Canon еще есть здесь. Техника. Так, а это что такое? Ну это вообще мечта, да, мечта. 283, да. Ну он такой. Нам он не нужен, у нас холодно и так. Зачем нам такой холодильник? Если на улице вышел, там бесплатный холодильник. А вот. Это что, к Соньке? А вот к Соньке линза передняя продается. Вот сюда ставится она. Это для чего? Защитная насадка. Так, и вот камеры. Вот что-то дешевое совсем. 14. Вот хорошая камера. Вот это вот Sony. И всего стоит она 84. Но зато у нее какой объектив хороший. Это линза. О, смотрите, она 4К снимает. Блин, вот эти дешевые, когда. Да, бесплатный холодильник. Нам не нужен. А вот это вот. Как Osmo Pocket. Вот она, короче. Вот эта головка, она крутится. Чик-чик-чик. Со стабилизатором так ходишь. И это самое снимаешь. Ну, у нас она, наверное, замерзнет. 100%. Так, а что эти вот есть? А, вот эти маленькие Sony. Ну, это что-то плохая. Какая-нибудь
26. А вот 300 27. А вот нормальная. Вот это 3000 43 тысячи. А что такая? Она, наверное, с этим, да? С пультом. Так, GoPro есть. Вот они, GoPro. GoPro. Вот это девятка. Вот 9 GoPro. Вот это вот. Угу. Девяточка. Стоит. О, сколько. Так, а это что? 8 GoPro. 37 подешевле. 38. А вот это тоже неплохая Осмо. 30 тысяч. Она с передним экраном. Можно себя видеть в этот экран. И задний экран есть. Ну, а это вообще что-то не камера. Так. Так, и что тут еще? А, вот эти Fujifilm тоже неплохие, по-моему. Камеры неплохие. Fuji тоже неплохие. И стабилизатор у них хороший. Ну вот неплохо. О! Это эти стедикамы. Под большую камеру есть. Хуй, да? Шансуй. 32 тысячи. Угу. Так. И эти какие-то по 18. А, это на маленькие камеры. Так. Вот этот вариант неплохой, конечно. Вот это вот. Sony 4К. Снимать им. Картинка будет, конечно, суперовская. Ночное видение у нее есть. Может в темноте практически полный снимать. Ну а это 5D Mark 4. 200 тысяч стоит. Хороший бригатик тоже. Это уже попроще. Вот, а это с этим, да, с объективом 206 тысяч стоит. EOS с объективом получается в комплекте. Так, что тут еще телевизоры. Телевизоры проходим, сейчас телевизора никто не смотрит. Вот, такие гирлянды, звезды. Так, а что тут еще интересного есть? О, это какая приставка Microsoft. Играть в игры Xbox, да? 23. Это какой? Какой это? Я не понял. Непонятно. Так, и коптеры. Вот они, коптеры лежат. Мавики, да? Вот побольше Мавик. Вот такой вот. И поменьше Мавик. Мини, да? Вот это, по-моему, в 2 раза будет дороже стоит. Но на него надо разрешение, чтобы снимать. А этот маленький, но не надо. А вот это DJI хороший тоже. Угу. Ну, давай-ка гуляет она все. Но на это точно разрешение надо. У него камера на подвеске. Видно, да? Так, что она? По ценам что-то не написано. Ну, они это дорогие. А это дешевые какие-то, дешманские. Игрушки. Ноуты. Так, это что такое? Аут. Так, Huawei 114, да? Вот такой ноутбук, ультрабук, 114 тысяч стоит. Huawei. Маленький, тоненький. И фирма хорошая, Huawei. Пароль надо вводить. Так. Так, здесь елка, палка. А, вот тут системники, даже есть системники готовые. Omen
Целый Оман. 72 тысячи. Крышка у него или что? Непонятно что. Какие у него характеристики-то? i5, 15 гига, 512. О, это что такое? Системный игровой блок. Что-то новенькое. MSI фирма. 80 тысяч. Core i5. GTX 1600. Вот такой комплект целиком. Игровой компьютер. А это тоже игровой, да? i5. Что все i5 это? А i7 где? А вот i7 есть. И послабее будет. Угу. Послабее. 60. Что-то вообще смешное. Да? О, какой экран выгнутый. Какого формата? А, нет, это даже не 4К. Просто он такой растянутый. Что с ним делать, я не знаю. Так. Мониторы. Так, а где это? Есть тут 4К-то? Не вижу даже. По цене, наверное, должен быть. Хороший. Не вижу. Не вижу. Так, ладно. Выходим. Отсель. Отсель выходим. Стиралочки нам не нужны. Мы на руках стираем. Было бы что стирать. Можно и руки свои потренировать иногда. О, какой пылесос с отпаривателем. Система какая. Видали, да? И что, водичка, да, и что-то, не знаю, целая гладильная станция. Браун. Цена, наверное, тоже соответственно. О, пылесосы, роботы. Роботы, пылесосы. Ну, это вообще уже ленивые люди. Конечно, такую берут штуку. Если пространство есть, где это все пылесосить он будет. Так, кастрюли. О, увлажнитель или очиститель. Интересно, тут есть эти, как они называются, воздух, который очищают. Воздухоувлажнитель. Нет, эти, как они, рециркуляторы. Рециркуляторов я здесь не вижу. Рециркуляторов. Вот какой-то очиститель есть, да, это, или увлажнитель это. А, воздухоувлажнитель, воздухоочиститель. Там инфракрасное, ультрафиолетовое есть, нет? Да. Сейчас же надо, чтобы бактерии выбивали в помещении, чтобы вирусы не распространялись. Вот какие лампочки прикольные. Типа эти котики. Они, наверное, на батарейках, да? Кнопка. Вот это неустойчивая крутится совсем даже. А это что такое? Вот целиком. Да, для косметики это дело. Так, ладно, уходим. О, ничего коробка какая-то. От телевизора. Смотрите, как экран. За этим экраном люди сидят, чтобы не заражаться. Так. Тут духами пахнет, да? Ионизировать, да. Ну, кварцевать, ионизировать. Так, ладно, там игровая, по-моему, зона выше. Не знаю. Проехаться еще повыше. Ну, не ходить же пешком. Сахар, Джапан, порт. Да, ступень такая. Я боюсь даже сейчас как телефон туда и все. И кирдык будет. Так, это мы с 4-го на 5-й этаж, да? Забрались. Но это уже все, по-моему, да? Шмотки всякие. Они еще выше есть. А вот там вот получается еще выше. Это 5-й, 6-й уровень.
Там детская зона какая-то. Ну, я туда не буду подниматься. Так, а нам что? Надо. Что нам надо? Ничего нам не надо. А, вот здесь можно елки. Игрушки всякие подкупить. Вот подушек сколько. Мне, кстати, подушка нужна. Вот такая вот под спину. Чтобы это самое удобнее было сидеть. Ой, это кто такой? Что за круглое существо без глаз? Без глаз. Существо. А, посуда. О, какой телефон-то. Че? Пешком? О, смотрите, телефон какой. Я не понял, что почему бы и не пешком, если вы руками стираете. А, пешком, да, руками. Ну, смотрите, какой телефон. А, это часы это, блин. Обман, блин. Я подумал, телефон, блин. Думал трубку поднять, а это оказались часы стилизованные под старый телефон. Так, а тут елки раньше продавались всякие. Сейчас тут нифига нет. А, вот игрушки здесь вот они, елки. Вот елочка. Такая вот елочка, 3 метра. Видали, даже верхушка не урезана. Ух ты, 70%. А что, на елке скидка, да, у вас? То есть это вот написана цена 17 тысяч и 70% скидка на нее, да? А, понятно. 58 такая, да, с шишками. 58 тысяч. Денег даже какой-то. Шишки натуральные, да? Да. Нормально. Вот маленькая. А это сколько? 756, да? Малюсенькая, да? Такая даже. Так, ладно. Кружки. Котик срочно хочет кофе. Что-то я первый раз слышу, чтобы коты хотели кофе пить. По-моему, кофе... Посмотрите, какая елка. Белая вся, белая, прибелая. Это что такое, рисунок какой-то? 58 тысяч, да. Ну, живая, дешевле, да. Я вот ходил в сосны по 1500. Ну, такая метра полтора сосна. Если можно 2 взять. Да, цены, нормальные цены. Такие у нас цены. Такие. Поэтому то, что зарабатываем, то все оно уходит. Потому что все дорогое. О, блин. Это лошадка, жеребенок. Можно посюда, в принципе, спуститься. О, вау. Ну ладно, не будем. На эскалаторе. А тут что продают? Какие-то, детские игрушки. О, лампа. Это вот хорошая лампа, кстати. Смотрите, круговая лампа. Для селфи. Селфи-лампа 210 сантиметров. Ну, можно 3 телефона, айфона поставить. Смотрите, да? Видали, да? 3 крепежа у него. Регулировка, да, есть? О, видали? Можно регулировать яркость и цвет, наверное, да? А вот цвет можно регулировать. Видали, да? Как круто. 7000 стоит, короче, такая лампочка. Так, ладно. Туда я не буду залазить. Делать там нечего. Так. Можно вон еще туда пройти. Как бы. Ну, туда тоже не пойдем. Ничего там интересного нету. Поэтому давайте с вами спустимся вниз. Самый низ. Смотрите, какая высота. Вау. Вот здесь лучше видно. Типа 7-й этаж. Так. Ну что, так, мне теперь надо будет
Я буду выходить. Выходить. Пойдемте быстрее, чтобы было быстрее. Надо будет мне застегнуться, одеться. И еще походим по улице, пока телефон у меня работает. Снимает 10 смотрящих, 4 лайка. Спасибо большое. 10 смотрящих, 4 лайка. Дальше. Вот этаж. Так, это третий, да, этаж? А второй этаж. Второй этаж. Смотрите, вон там золото продают, серебро. Что хотите. Так, здесь перекусить можно, если проголодались. Это обзор торгового центра Туймада. Когда-то здесь была полиграфическая фабрика. Ну, газеты, журналы издавались. Вот такую елочку поставили. Нет, это в центре, это площадь Ленина здесь. Это площадь Ленина, где вот здесь вот рядом. Так, все. Вот у нас Рив Гош есть, смотрите. Рив Гош. О, колечки всякие. Ребрышка, золотишко. Всякие разные штуковины. Ничего он не кофирует, а? Вот видите, дешевый телефон. А если был бы у меня за 100 тысяч телефон, он бы сразу бы наводил фокус. Год быка, монета на удачу. Якутские всякие. Вот даже булавки продают. Серебряная булавка. 388 рублей. Колечки всякие. Вон картинка с национальным узором якутским. Да, типография была когда-то, да? Вон эти Якутия, видали, да? Монеты такие, с серебра это, такие, по 12 тысяч они, короче. Угу. Якутия. Юбилейные всякие и так далее. А вот ножик продается. Якутский нож. Давай фокусируйся. Вот такой вот у него ручка из какого-то, это кости сделана, из кости. А вот есть этот самый, видите, да, с кости вырезан мамонт. Навелся, нет? Это он 22 тысячи стоит. А вот такой маленький хвостик есть за 2600. Так, ладно. Рив Гош. Это малоинтересная, да, фирма. Она только не работает целый день. Это нюхать этим консультантам, охранникам. Так, сделать ключ. Так, ладно, все. Сейчас, короче, мне надо чем надо сделать. Золотишко. Золотишко. Всякое разное. Книжечка. Так, пифта. Подарки. Вот Йота, оператор у нас здесь. Вот он. Йота. Мы, кстати, Йота, не через Йоту работаем сейчас. Здесь, в принципе, это связной. Ну и что, пошли мы, короче, с вами на выход. Или по другой, я говорю, ух ты, телевизор такой взяли. Просто денег. Охуеть тоже. Как они его собрались везти, интересно. И надо грузовик какой-то специальный. Так, подождите-ка, я на минутку положу. Сам застегнуть. Вот тут елочка спичка, да. Возьму перчатки надену. Перчатки надену. Мне надо подготовиться к выходу. Я думаю, это так просто выйти. Это мы как в космос выходим. Там 50 градусов на улице. Поэтому мне надо скафандр на себя одеть, прежде чем выходить. А вот. Кстати, это с пихтой, смотрите.
Вот эта пихта натуральная. А у нее такой запах хороший. Видно, да? Что-то натуральное сейчас. Кедровые орешки здесь. Лимон сушеный, что-то цитрусовый, да, какой-то. Вот так вот делают. Мода такая сейчас. Вот так вот все. Типа натуральное дело. Так, все. Так, все. Выходим. Тут второй выход. Вход есть, а? Так, выходим в космическое пространство. Открытый космос. За бортом минус 47-50 градусов. Так, давайте пойдем. Погуляем, посмотрим. Что хорошего. 4 лайка, 4 смотрящих. Отлично. Как неудобно с этими сумками на плече, а? Они сваливаются, все хотят свалиться. А что там? Какая-то интересная елочка даже есть. Вот здесь вот. А, видите, да? Стоит она. Как-то хитро сделал. Надо. А у нас, видали, сколько снега? Снега хорошо насыпало. Так, улица Орджоникидзе. Улица Орджоникидзе. Сейчас, короче, 7 час. Так, здесь переход, мне поэтому можно перейти просто по переходу, да? Так. Неудобно двигаться. Неудобно, блин. Сумки эти. Чтобы я еще пошел с этими сумками на плече. Ё-моё. Кто-то он моргает. Кто-то моргает. Соответственно, в руку взял сумку. Вот. Короче говоря, завтра, говорят, еще будет холоднее. Завтра. Ну, сегодня тоже холодно. Туман. Вот такой вот шикарный у нас туман. Вот деревья здесь, видите, да? Все в снегу. Снегу. Люди, как ежики, в тумане ходят. В таких вот шубах, видите, да? Женщина в шубе идет. Вот она точно не замерзнет. Хотя шуба, наверное, не легкая. Но что только не сделаешь, чтобы выжить. Смотрите, у многих машины просто стоят. Ух ты, видали, вот Наташа и сзади вот этот, как он называется, труба торчит. Это она периодически включается. Короче, и... Так, куда он меня задавить хочет, что ли? Куда-то назад едет. У нас из-за этих Наташ, то что они могут зимой ездить по этой машине, вот за последние 2 года, ну за этот год конкретно, увеличилось количество машин. Конкретно. Так, я вчера снимал здесь, да, эту новогоднюю радость. Да, сегодня вообще что-то ни черта не видно. Я на машине сегодня ехал. Вообще ничего не видно. Я не знаю, как они, водители, ездят. Видимость, ну, 50 метров есть. 50 метров. Вот это памятник Ильичу, Владимиру Ленину, да? Видите, да? А здесь вот такая вот, такие вот, это, олени стоят с подсветочкой, да? Олежки. Всем привет, ставим лайки. У нас под 50 градусов. Часики, игрушки новогодние. Такие вот. Вот год быка. Смотрите, вот тут светящийся бычара такой. Бык с рогами. Вау! Можно сделать селфи. Вот такая вот декоративная экспозиция, да? Экспозиция. Так, а мы сейчас вот хотим туда пойти. Видите, да? Елка новогодняя и это самое 2021. О, они все сделали, да? Гирлянду. Вчера 0
не полностью светился, половина светилась. Сегодня, похоже, сделали, что ли. Так, давайте быстренько к переходу. Надо все быстро делать, иначе телефон замерзнет и все, кирдык телефона. Связь сразу. Он когда замерзает, у него аккумулятор в ноль садится. И потом уже бесполезно. Надо просто заново заряжать. То есть если связь вдруг прекратится, стрим, значит, знаете, что это просто телефон замерз от холода. Вот такая вот. Видали, да? Это... Интересно, есть кто катается на нем? Горка с подсветочкой. В этом году сделали красиво, белой красочкой покрасили. Кто-нибудь есть? Ну, давайте. О, есть. Есть взрослые. Так, надпись проверим-ка. Как она? Вся горит? По-моему, не вся. Опять этот 0, он не полностью горит. Вон там еще одна горка впереди. Видно, да? Вот здесь вот напротив, под памятником Ленина. Сейчас только я ходил, там был 21. А, не полностью она, да. Вот эта вот часть. Ну а как ее сейчас на морозе сделают? Смотрите, видите, да, не светится. Вот эта половина одна. Угу. Все, погас 0 только наполовину. Тут светится, там не светится. Ты уже 52 минуты стримлю, что ли? Нифига себе. Самая холодная елка на свете. Вроде якутские. Мирлянды. Ну, вот эта ракушка. Сейчас. Давайте. Так, мне надо взять телефон. Замерзал. Тоннель. Как будто тоннель. Сейчас через него пройдем. Вот так вот все. Здесь. Так. Сделал вам елку. Вот такая елка. Надпись он с Новым годом. Так, я успею, нет? Бегать-то. Я хочу туда сбегать, но не знаю, получится или нет. Построили там. Сегодня у нас какое? 23, завтра 24, 25, там Рождество католическое будет. У нас православное, обычное Рождество 7 января отмечают. Вот это, видите, да? СРГ. Конструкция. А здесь, смотрите, вот это, можно посидеть, отдохнуть. Скамейка. Фу, это, короче, площадь Ленина в Якутске. Время сейчас 7 час. Я не знаю, не могу. Я на экран ничего не могу нажимать, потому что у меня рукавицы, соответственно. Так нельзя ходить. Можно окочуриться. И все, отморожение там, то все. Это 10-е. Хорошо, сейчас маска стала. Как-то. Так, ну что, давайте. Это улица Ярославского. Там надпись с Новым годом. Видно, нет? Что-то опоздал. Опоздал я. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Все, пошли. Зеленый свет для пешеходов. Зеленый свет. Вот редкие люди попадаются. Редкие люди. В основном на машинах ездят, потому что, ну, не замерзнешь. Вот они, Наташа, да. Наташа закрывают. И теперь машин, короче, полным-полно зимой у нас ездит. Вот тоже человек собрал эту Наташу и упаковывает. Сейчас поедет. Видать, он тут где-то работает поблизости. Ставил эту машину на это. УАЗик. О, техника хорошая.
А то, говорят, эти все автомобили импортные, они замерзают на таком морозе просто. Ну, не дай бог он аварию что-нибудь остановится. И все, кирдык. Никто, если не едет, люди замерзают. Просто и все. Просто замерзают. А что сделаешь-то? Сколько можно вообще без тепла вот человеку, без тепла проходить при морозе таком под 50 градусов? Я даже не знаю, не пробовал, но смотря как одеты, обычно плохо одеваются, и поэтому промерзают потом люди. Так, вот мы подходим уже скоро. Так, дотяну я, не дотяну стрим. Чувствую, сейчас не смогу дотянуть. Он у меня замерзнет. Еще ходить тут неудобно, блин. Это и обуви. Скользко, гололед. И поэтому можно подскользнуть. Вот тут, смотрите. Острог. Старый, видите, да? Острог. Это такой. С города Якутска-то уже 385 лет. Угу. Да, если двигаться, то долго, да, но силы-то не хватит. Хватит у вас, надо энергию, питание какое-то. Да, хватит. Как бы, но все равно люди замерзают. Если машины, не раз уже такие случаи были. Вот тоже тут такой старинный деревянный дом. О, у меня уже дисплей замерзает. Вот я сейчас пытаюсь быстрее идти. Как бы вот Преображенский храм напротив. Вот тут елочка, смотрите, вся в гирляндах. Алмаз Эргенбанк, видно, да? Так. Патрули ходят, матрули, шмонают людей. Так, чтобы пьяные по морозу не ходили. Чтобы пьяные. А вот она есть, да? Есть она, но она еще без подсветки. Преображенская церковь, я до нее добежал. Угу. Вот туда вход. А, ее еще делают, получается. Тут вот ледяные какие-то эти. Лед, видите, да? Лед. А сама он еще и сделает. Короче, еще не сделали. Ее, видать, к Новому году где-то сделают. Тут вот ваяют вот такие вот, смотрите, фигуры. Это кто, волхвы, да? Дары приносящие. Видно вам там что-нибудь? А вот это вот сами ясли вот тут будет. Вот, вот одна фигура есть. Это кто у нас? А вот это Мария, это Иосиф, да? Ага, но тут еще не все сделали. Вот так сейчас все это выглядит. Еще не доделано. А это тоже, да? Это святые, не святые, не знаю. Вот пока тут делают, короче, все. Все делают. Так что позднее потом я еще схожу, как это все выглядит, уже с подсветочкой оформленное. Так, ладно, давайте с вами бежим дальше. Нельзя останавливаться. Ой. Так, и теперь как вон туда вперед пройти? Не знаю, там что вы увидите. Но это территория старого города. Вот такая стилизованная под старину. Ну, конечно, современная постройка. Уже. Да. Нам до 7-го еще пока, значит, возле церкви Преображенского храма они еще не доделали это. Ясли из льда делают. Ага, пока еще не доделали. Пока делают. Так, вот эта улочка такая. Ой, тут как скользко-то, а? Как тут скользко. А тут что-то светится. Дом какой-то. Территория старого города. Это что тут такое? Магазин или что? Что написано? Династия. А, швейцарские часы. Смотрите. Швейцарские часы с 10 до 20. Ну, я думаю, в такой мороз швейцарских часов не надо. Тут шубу, вон ты бы такие потеплее.
Хотя есть люди, которые швейцарские часы, конечно, покупают. А вот это вот Карло Пазолини, магазин, бутик Карло Пазолини. Итальянский какой-то тоже. Кто он, что он делает, я даже не знаю. Кутюрье, модельер или кто такой он. А вот тоже маскотта. Тоже какой-то светящийся. Тоже бутик. Бутики. Шмутики. Ага, я как пытаюсь, ага. Да, я горизонтально держу. А, вы горизонтально так, что ли? А я не могу, потому что у меня рука, иначе одеревенеет просто. Видали, сколько снега? Во! Горизонтально не получится. А вы смотрите лучше на смартфоне, тогда вам будет удобнее. Вот так вот тоже горизонтально сделаете и все. На компьютере, конечно, там это, экран не повернешь, а на смартфоне вполне нормально будет. Так вот вертикально тоже. И можно смотреть. Так, о, сейчас выходим, короче. До сих пор работает, слушайте, да? Ну, что значит, еще одна башня, вот эта Острога, да, это такие раньше башни были у нас, ага, стояли, город, 385 лет городу, Якутску, основан русскими казаками Петром Бекетовым в 1632 году, о, как давно, еще до Крыма, до всех этих других, Сочи там и тогда еще не было. А уже сюда двинулись вот на север, на Дальний Восток, казаки. Так, а это гостиница у нас, а вот там она дальше. Так, тоже бутики. Бутики. Золотое время, швейцарские часы. Так, Омега. Тут где-то, вот Милан. Гостиница Милан, не гостиница, магазин Милан с Италии. С Италии одежда продается вот здесь вот. Итальянская Милан. А это гостиница Хотель Тегин Дархан. Короче, одна из самых крутых гостиниц в городе. Рядом с площадью Ленина. Вон она. Видно, да? Хотель Тегин Дархан. О, какая она. Тут, конечно, жить не всем дано. Так. А вот напротив это старое здание универмага. Вот это вот. Ну, сейчас так вот переделали. Переделали в такой вот тарелка. Что-то там тарелка. какая-то. Ну вот мы круг сделали, опять вышли на площадь Ленина. Здесь у нас площадь Ленина. Так, добегу я до туда, нет? Мне бы зайти, погреться. Я чувствую, сейчас телефон вырубится. Чувствую. Где здесь переход? Вот он, переход. Время еще есть, да? Горизонтально бы держал, но не могу, потому что очень неудобно. У меня рука сразу. И потом это, я не могу. Знаете, почему горизонтально? Потому что сразу заметно, что я хожу там. И кому-то не нравится, может не понравится просто. Вот это здание СУМа. А так вертикально вроде бы не СУМа, а это универмаг старый. Зашел. Тамбур, банник. Тут ничего интересного. Манго, одежда, короче. Всякое интересное. Если у вас есть лишние деньги, можете сюда зайти и их потратить. Так, опять мне звонят. Красиво, но холодно, да. Так, ладно, выходим. Сейчас тут звоночек был, мне звонят. Я поэтому прерывается, извините. Пытаюсь побыстрее поговорить. Вот оно, здание старого универмага. Это здание, не знаю, каких там 50-х, 40-х годов постройки. Еще такая улица. Сейчас нам вот сюда можно зайти еще. Тоже погреться чуть-чуть. Чуть-чуть прогреться. Можно такими перебежками 50 метров перебежите, и можно зайти греться.
Литваль. Парфюм. Парфюм. Не знаю. Нет. Вот это дерево опять, оно опять не светится. Оно, видать, не рабочее, что ли. Просто. Так, давайте погреемся подольше, чтобы постримить. Мне надо, чтобы телефон в тепле был в это время. Так. Все замерзло, наверное. Местная торговля запрещена. Сейчас немножко погреемся с вами. Тут походу телефон чуть-чуть оттает. Какой тут запах, если бы вы знали. Вообще дурить можно. Сколько ароматов всяких. И тут пока нанюхаешься, действительно голова кружится. Точно. Ну-ка. Так, и здесь коридорчик такой есть. Часики. Такие разные фирмы Casio. Такие попроще. Тоже есть. Так. Ну все, мы до конца дошли. Не знаю, туда не пойду уже. Это я просто зашел, чтобы погреться, чтобы телефон погреть. Вы не думаете, что я гуляю когда? Мне что-то надо. Так, сейчас вот телефон чуть-чуть погреется. И мы пойдем с вами. Селфи. Раньше этих ламп не было, приходилось заказывать откуда-то. А сейчас понаездили, везде их полно стало. Как и другого товара. Так, все, походили, погрелись немножко с вами. Теперь выйдем на улицу. Магазин в Литвале такой большой. Руки, парфюм. Акция, что за акция? 614, что такое? Шампунь. Шампунь 434. Нет, когда если это не акция, это дорого. За 400 рублей такую маленькую бутылку покупать шампуня. Вот. Всем привет. Там за окном ничего не видно. Первый экран. Можно такую тележку взять, какие-то идти, набрать кучу. А, тут кто-то подарочки положил. Девочка широкая. Вот. Здесь у нас выход. Так, давайте я капюшон надену. Мне надо опять задрать. Блин, капюшон надеваю, и шапка мне прямо на это, на нос залазит. Так, все, давайте выходим с вами. Выходим, погрелись. Телефон, главное, согрелся. Да-то еще могу как бы, да? А вот то, что телефон, ювелирный ломбард. Золото есть. Вот сюда несете, и вам рубли дают. Золото. Грамм 2500 рублей. Так, все, выходим. Погрелись и идем. Далеко прощали, не знаю я. Улица Ярославского. Так. Это машина-то древняя.
Что она белым? Тойота какая-то, Королла какого-то года. Улица Ярославского. Одна из старейших улиц города Якутска. Ну, она так вот называется. Недавно, как бы, Ярославская. Она относительно, да? Раньше-то, конечно, она по-другому название было у нее. Ну вот. Елки тут. А что-то там написали. А что написали-то? Как этот чат вызвать? А вот. Добро, красиво, но холодно. Показывает телефон качественно. Ух ты! Но это я на старой еще вот, с плохой камерой снимаю, стримлю. Зато у него хороший аккумулятор. Сейчас нахвалю, он опять вырубится. Лучше не хвалить. О, смотрите, а там что такое? Видите, впереди что-то непонятное? Какой-то туннель. Сюда это мы и заходим. Видали туннель? Туннель. Так, тут главное не грохнуться. Что можно так улететь на этих гололед. О, сделали, смотрите, как здесь прикольненько, да? Прикольненько сделали. А здесь, кстати, Сбербанк, сразу выходим на Сбербанк. Сбербанка. Банка. Так. Где тут, что тут? Я уже не ориентируюсь в темноте в этой. Ни черта не ориентируюсь. Где мы идем-то? А, это вот там книжный маркет, да? По-моему, был, что ли? Вот эта остановка автобуса. Вот тут какой ходит? Двойка, по-моему, что какой-то ходит. Точно сейчас не помню. Но если его сейчас стоять, то ждать, это долго. История долгоиграющая будет. Так, идем. Тут, извините, конечно, за качество, да, то есть приходится в руках держать. Стабилизаторы там никакие, на таком морозе работать не будут у нас. Туда надо как-то все упаковывать, заворачивать, чтобы это ничего не замерзло, не промерзло. Так, это кафе «Дружба», бывшая Дружба. Сейчас тут ресторан какой-то. Хачапури, грузинской кухни. Хачапури. Вот там мастер-шеф вас приглашает отведать грузинские яства. Кушанье. А вот тут уже поприкольнее, да? Красивее стало. Все такое сверкает. О. Так, надо еще куда-то зайти. Куда-то еще зайти надо. Так, чувствую, вырубится телефон у меня. Ставим лайчочки. Лайчочки ставим. Антураж. Вот сейчас ДНС с вами зайдем, погреемся. ДНС. Назад видим. Кольчка накатана, слушайте. Так приходится семенить ногами, чтобы не грохнуться. Чтобы не грохнуться. Так, открытый. Он, по-моему, до 8 работает вечера. Сейчас еще по якутскому времени. Все. Я улетел, споткнулся. Видали, да? А телефон целый. Там сильно грохнуло. Беда. Так, погреемся. Сейчас 14. У меня рекорд на таком морозе. Съемочку-то вести. Как у меня телефон. Там он что снимает, нет? Камера захотела, наверное. Так, я протру сейчас. Вообще. Так, где подзарядки?
беспроводные, вот они. А типа этого нету, что ли? Типа этого нету. А вот есть, кстати, для этого моза. Но он замерзнет, он не выдержит таких морозов. Что там эти двигатели замерзнут и инеем покроются. И все это вырубится. Так, давайте немножко тут погреемся и дальше с вами. У меня весь экран захватил. Весь экран. Удобно слушать, а? На плече у меня. На все уши. Вон микрофончик есть. Для стриминга. Даже на этом, на кронштейне уже готовы. Что-то одни и те же микрофоны. Интересно. Так, чувствую, что я согреваюсь уже. Вот смотрите, какая колонка. Такую колонку домой, и можно это глушить соседей весело под музыку в новогоднюю ночь. Так, лампочки. Лампочки. Вот подзарядка есть. Смотрите. Часы. Подзарядка, подзарядка для сотового, беспроводная. Так, идем, погнемся. Кстати, пройти тут не пройдешь. Ух ты, у меня варежка упала. Молодец вообще. Молодец. Ой, что такое? Массажер для ног. Нифига себе. Конкретно для ног массажер. Ноги туда запихивают. Пожалуйста. Так, что тут у нас хорошего? Ну ничего, да? Мне ничего не надо. А, вот новый, кстати, это сканер. Вот этот прикольный. 4 гига памяти, 32. 4 гига оперативки, 32 памяти у него. HDR 4K High Dynamic Range. Это смарт-приставка к телевизору на Android 10. Вот написано Android 10. Здесь видно, да? Она такая маленькая. И пультик идет в комплекте. CPU 64 бит. 10-битный видеопроцессор Wi-Fi. Все, то есть она может и по сети и так подключиться. И можно смотреть YouTube каналы. Так, ладно. Все, я выхожу отсюда. Выхожу. Так, не надо, что, не надо. Сейчас, короче, я в тамбур зашел. Я упаковываюсь. Мне надо надеть варежки. Варежки надеть надо. В тамбуре можно стоять, погреться немножко. Так, сейчас я в другую руку перехвачу. Все смотрит. Ура. Так, ну ничего там, что я дергаю. Просто мне приходится одеваться. И все, так. Выходим в этот открытый космос. На улице минус 47. 47-50. Будильник. Так. Ой. Так, еще добежать надо до одного. Я вам показываю, как мы выходим зимой по городу, чтобы не замерзнуть. Вот так вот добежим до одного места, зайдем, погреемся, потом до другого, добежим, погреемся. Так можно не замерзнуть. Где-то здесь вот переход, переход. 7 смотрит, 4 лайка, спасибо за лайки. Улица Ярославского. Так, постараюсь поменьше трясти камеры.
чтобы вам было комфортнее смотреть. Чтобы вам было комфортнее смотреть. Так, ну тут я уже снимал вот это дело. Здесь с этим кружком вот это вот такая экспоцентр. Там дальше ЦУМ. Ну там мы дошли до улицы Курашова. Улица Курашова вот это вот. Сейчас все накатано. Что тут много так машин-то, а? Смотрите. Что их так много здесь? Вообще что там дофига машин. Плохая экспоцентр вот это вот. Видите, так? Поближе подойду. И тут, короче, колбаса белорусская. Продукты. Видно, да? Даже их масло. Ой. Что-то у них раскупили, тут конкретно больше было. Угу. Масло растительное даже есть. Это удобная штука. Прям под ней ходишь, видите? Такой вагончик, да, такой. В орнаменте в таком. И написано бело. Молоко сгущенное. Вот все тут, пожалуйста. Так вот прямо в центре, рядом с ЦУМом стоит он. До Якутска. О, ё-моё, связи долго не было, короче. Вот она опять возобновилась. Но тут движуха конкретная. Хотя будний день, но, видать, перед Новым годом все разъездились. Короче, конкретно. Все разъездились. Несмотря на мороз, все ездят. Так. И вечер уже. Так. Вот так вот мы идем. Так, сейчас на остановочку. Нам надо на остановочку. Через вот этот сквер, где московский этот находится центр торговый. Сзади такое непонятно. А вот тут у нас, смотрите, это, видите, да? Такая конструкция, это какое расстояние до каких городов международных, там Япония, видимо, Канада, Америка и так далее. Но сейчас все там замерзло, поэтому надписи не разглядеть. А здесь смотрите, как красиво, да? Красиво. А вот это фонтан. Тут дедушка. Спасибо, привет из Хакасии, да. Ага, спасибо, да. 12 лет не был, это мой родной город. С наступающим Новым годом. Вас тоже. Спасибо большое. Ага, извините, что не всегда удается ответить на комментарии, потому что приходится смотреть по сторонам, под ноги. Ой, блин, опять чуть не грохнул. Я уже один раз падал сегодня. На ступеньках не заметил, и как кирдык. Вот эта рыба у нас продают, видите, да? Рыбку продают прямо на улице. Здесь рыбку, ягоду. Ну зачем холодильник нам, да? Скажите, минус 50, а какой-то холодильник все покупать за 200 тысяч. Вон карась есть за 230. А тут всякая заморозка ягоды. Сейчас вам покажу теплую остановку. Вот эта теплая остановка. Сюда можно зайти, если вы ждете долго автобуса. Видите, да? Там люди сидят. Туда заходите. О, шестерка идет. Может мне в шестерку залезть? Там он как битком. Шестерочка. Да, битком.
Ну что, сейчас залезем, поедем. Картой получить можно, нет? Как не пройдем. Придется в личном входе стоять. Ну, 28 рублей проезд. Там видно. 28 рублей. Ну это если так наличка или картой оплачиваешь. А так я езжу проездным билетом, там дешевле получается. Хорошо дешевле. Мне хватает 60 поездок на 2 месяца. Стоит 1100 рублей. Это терминалом перезагружает. По-моему, терминал перезагружает. Оплатить не могут, он дверь закрыл. Поэтому. Оплатили. И выходят. Получается, не все вышли. Сюда выходят. И заходят. Кто-то заходит, кто-то выходит. Встану, попытаюсь. Че он стоит-то? Непонятно. Какого центрального где-то будет. За машину. Заходит. Так. О, блин, чуть не врезал. Дверь откройте заднюю. Ё-моё. Автобус переполненный. Видно, да, что ничего не видно? Вот такая видимость у нас. Классно видим, да? Как они ездят, я не знаю. Да, привет, привет. Всем привет. Шестотка, она быстрее едет. Смотрим, что слайдер, тренер сегодня у нас среда, да? Защита есть, наверное? Там мне что-то периодически приходят сообщения какие-то на телефон. Что тут перекресток? Новогодний? Не знаю даже. Смотрим. Вы хотите, чтобы во время Нового года был, да? Ну,
Если я куда-то буду, я постримлю. Хотя не знаю, сколько там будет смотрящих, но попробую посмотреть. Может быть, побегать, посмотреть по улице, что дома сидеть. Возможно, он будет. Ну, 30 градусов, кстати, обещают погода в Новый год. 30 градусов. Тепло, а сейчас минус 50. Так что при 30 градусах можно смело бегать по улице. Вообще пробка конкретная. Сколько машин там, а? В пробку попали, в пробку. Поэтому так медленно и едем. Еще буквально 2 года назад не было таких пробок зимой. Потому что транспорт основной замерзший был. А сейчас вот из-за этой Наташи забрели, и многие могут ездить в зимнее время. Двинемся на 5 метров, останавливаемся. Ничего не понимаю. Переход какой-то. Переезд, светофор. Вообще. Поехали. Сейчас ему надо повернуть. Но повернуть не может, потому что по-другому машина вылетает. Это он по Хабарове. Сейчас он свернет на улицу, это как она называется, Черяева. Черяева, потом по Губину проедет. Такой фитнес сделал он. Да, вот так долго можно стоять, если куда-то заходишь периодически, получается. Телефон тянет, емкость большая, 10 тысяч миллиампер, поэтому можно долго снимать, но из-за мороза, если на морозе его таскать, он, естественно, в ноль аккумулятор сразу садится. Так, на Губина свернули. Губина. Губина. Так, тут остановка будет. Выходит, заходит.
Ага. Вот так красота, да? Откройте дверь, там человек. А остановку не объявите? Так. Я прочитаю чуть позже. Так, что там? 31 декабря НВК будет показывать сюжет, коллективное видео от якутян, живущих за рубежом. Смотрите, мы тоже с семьей немного снимали прогулку по Варшаве. Хорошо, спасибо. Строгий карантин у вас. Да, комендантский час, а у нас вот такой карантин. Так, видите, нету тоже пробки, да, пробки перед Новым годом, точно, пробки, да. Сейчас выходим с вами. Морозец на улице, сильно крепчает. Подъезжаем. Сейчас повернем. Долго едем. Так, что, заехали? Сейчас будем вылазить. Все, вылазим. Ой, короче, вот так вот вылезли. Так, ладно, чтобы покажу, вот он. Это на котором мы ехали, шестерочка. Шестерочка. Вот и все. Люди вылазят. Люди вылазят еще, залазят. Шестерка. Вон, видите, как долго выходит, потому что надо оплатить. Так, и где он? Вот еще одна рукавица. Так, все, вылезли, сейчас он поедет. Все, залезли. А вон там еще один автобус стоит. Видите, да? Так, мне, короче, заказали воду. Воду заказали мне купить. Надо в магазин зайти мне будет. Сейчас водичку купить какую-то вкусненькую. Хотя можно было и на следующее выйти, но что-то я вот тут захотел вылезти. Здесь вроде бы больше народа было на этой остановке. Вот напротив здесь здание Курскэнерго, вот это вот. А они подсветку выключили. А раньше он весь светился, а сейчас, видать, что-то стали выключать. Так, это который там 8 час уже, да? У меня сколько идет стрим? 1 час 22 минуты. Ого, круто. Ну да, потому что телефон греется. Так, видите, да, какой гололед? Вот мне надо сейчас тут как-то пройти, а тут машины накатывают. Это жестко. Скользко. Можно кирдык сделать. Кирдык и все. Мирдык будет. Фу. Продуктовый иду в магазин, надо мне там подкупить это. Короче, кое-что подкупить. Заодно и вас с собой. Так, можно вот здесь вот только зайти.
Войлочная подошва, да, подошва, ну войлочная даже скользит. Знаете, что выручает? Вот тут видите, машины заезжают, да, они накатывают, все здорово. Вот такие есть шипы съемные, короче. О, как он, смотрите, гончики есть такие, вообще зверские. О, видал, как поворачивает он. На морозе все скрипит. Еще дорога вся буграми такими. Кочки, короче. Так. Войлочная подошва, да, и то даже скользко на ней. Как бы, ага. Надо с шипами. Шипы, знаете, вот шипованная резина есть. У машин то же самое. Так. Что там? Ой, ой, как двигается. Смотрите, у нас как Сбера эти. Сбермаркет. Стану немножко. При. Нормально. Но надо после каждого захода рукавицы там сильно отложить. Так, вот сюда вот сейчас зайдем. Сюда. Это бесплатно. Надо будет кошки взять потом. Так, корзинку я взял. Корзинку я взял. Оп, проходим. Так, это что такое? Напиток. Спрайт. Вот, спрайт. 39. Ага. Чипсы. Ну и нормально. Можно еще вот эти взять. Резкость. Ага, резкость ушла, да? Ну это да, вот камера дешевая. Телефон за 6 тысяч, за 8 даже, за 8 тысяч. Поэтому он так вот показывает по-дурацки. Если был бы у меня iPhone с стабилизацией, там, Samsung, ага, то, конечно, он бы супер бы картиночку показывал. А так вот на дешевых приходится наслаждаться таким качеством. Ну а по идее, дорогой, зачем брать? А вдруг вот iPhone замерзнет, да? На дороге. И что делать? Так, о, книжки взять надо. Юмор, что это? 12 рублей. Так. Джим Бим бурбон. Нормально. Сейчас вот его взять, можно согреться. Хорошо, Джим Бим бурбон. 50 граммов. Жизнь красивая, тепло. Сразу можно по улице видеть. Вот на самом русское вино есть. Портвейн, белая ложь, 424 рубля. Инферман, наверное, 1100. Бастарды. А вот этот самый портфель 3 семерки, 127 рублей. А, даже есть какой-то клюквочка. Она не крепкая. Или такой можно взять. 3 семерки. И это вот водка Якутия 418 рублей. Алмазы Якутия 381 рублей. Охота и рыбалка Якутия 400 рублей. Вот она. Вот это есть водка Северный трофей. Вот туда иду. 285 рублей. Земля Аланхо 381. Махтал 356. Ну вот это наша якутская водка. Северный улов. Водка 313. А вот это крепкая 56 градусов. Якутская крепкая 56 градусов. 56 градусов водка. Вот какую мы водку здесь пьем. 56 градусов.
Все, ждем. Ой, веревка продается. Куда ее? Легко-то. Так, фокус не велся у меня, нет? Что мне наводить фокус? Давай, наводи. Так, молоко наводи. Молочко возьмем. Молочко. Блин, как тут упало-то? Упала пачка. На краю стоит, потому что падает. Естественно. Я еще с двумя сумками пошел. Одна на одном плече, вторая на втором. Еще вот тут едет. Яблоки, смотрите, у нас 220 рублей. А это что-то дешевые какие-то. 132 рубля. Но они, видать, уже подпорченные местами. Наверное, я думаю. Акции, яблоки тоже. Бананы, Эквадор. 157 рублей у нас бананы. 157 рублей. Так, лимоны ЮАР 56. Смотрите-ка я лимон возьму. И имбирь, да? Ну, все, имбирь есть. Имбирь есть у нас. Мандарины по 240 рублей. Видно, да? Вот такие маленькие какие-то. Чьи они, не поймешь чьи. Перец продается стручковый. Видали? Ну, давай наводись. Ну, ё-моё. Вот, подальше 300. 3180. Перец стручковый, острый. 3000 рублей за перец. Да нафиг. Он сдался. Так, как не пройти, не проехать. Если не надо. Для похудения. Не, мне такой не нужен. Худеть я не собираюсь. Так, вот давайте посмотрим, почему у нас какой-то вода добрая. Это что такое? Сок лимонный мята 69. Вот здесь еще такое здесь. Он даже там с какими-то что-то плавает. Натуральные типа. Ё-моё. У нас, короче, такая бутылка 1,5-литровая колы стоит 99 рублей. Сутка. Суточка, короче, стоит суточка. Так, все, очередя здесь такие фигурки. Бешеные очередя. Такую очередь сюда стоит. Не придется. А там что? Там работает, нет? Не работает. Сейчас еще придется в очередь это ставить. Меньше, что ли, наверное? А вы работаете, это касса, да? Что сюда, народу нет. Вот эта карта же действует, да? Действует. Так. 32. Картой? Опять тут? Нет, сколько получилось? 32. Сколько? 32. 302. Так. Хорошо.
заберу все это. Уложу, а у меня сумка есть. Ну, не посчитали? Сейчас. Дай-ка сюда, Рустам. Короче, все. А что это? Газета такая непонятная. Знаете, надо мне кошечки. Несколько этих. Таких. Конечно, никто их не берет. Поэтому я возьму. Так, все. Выходим. Там вас, наверное, укачало, да? Укачало вас? Ну ничего. Я же не могу там этого снимать. Кассира. Ругаться будет. Поэтому пришлось телефон положить. И пока я упаковывал, там все это укладывал в сумку. Ну и сколько я набрал. О. Кстати, заметили у меня пакет многоразовый. Пакет многоразовый. Ну, что это подарков набрал детям, видать, да? И яблоки, еще яблоки у него там. Подарки несет детям. Так. Так, дайте-ка пока мне надо... А то я что-то на легке вышел совсем. Пока посмотрите на машины. Машины, транспорт вот ходит у нас. Видно, да? Сейчас сколько уже времени? Там сколько московское время? Сейчас мы, короче, пойдем. Так. 5 смотрящих, 9 лайков. Стрим идет 1 час 36 минут. Отлично. Так, я перехватываю с руки на руку, поэтому так оно все получается. Ой, блин. Да ё-моё, блин. Мне бежать надо. А тут это выгулилось. Ёлки-палки. Ну это экстрим-стрим. Экстрим-стрим. Блин. Вывалилась у меня, короче, эта сумка. Этот рюкзак свалился сбоку с плеча. Вот можете на машине посмотреть. Так. Все. Экстрим-стрим. Что вам еще показать здесь? А, вот улица Федора Попова. Идем, топаем. Раньше здесь вот елки продавали, а нынче что-то нифига никаких елок, ничего нет. Сейчас зато я вам покажу. Вот здесь вот. Смотрите, что я вам покажу. Никто не догадается, что это такое. Все подумают, что это паровоз. Все подумают, что это паровоз. Но это не паровоз нифига. Это не паровоз. Это электрическая станция, одна из первых. Вот здесь такой сквер энергетиков есть, видите, да? Тут даже заход. Почему-то вот эта буква не светила, она обычно светила. Вот видите, да? Сейчас сюда заходим, видите там, да? Типа паровоза стоит. Типа паровоза. Но это нифига не паровоз, а это локомобиль. Блин, у меня, короче, эта шапка. Как неудобно. Видно что-нибудь? Не знаю. Это электростанция передвижная. Данный локомобиль был доставлен в село Сарданах Аймеконского улуса в 1955 году. Мощность 75 лошадиных сил. Расход в сутки дрова 6 кубометров. Вода 3 тонны. Первым машинистом локомобиля стал Петр Васильевич Вензель.
ветеран труда, кавалер ордена Красного Знамени, обладатель медали за доблестный труд к столетию имени Ленина. Да, паровоз «Звезда», видите, да, такой. Сейчас мы с вами его обойдем. О, какая штуковина у него. Колеса какие, да. Но на каких колесах, конечно, куда вы будете ехать? Только стоять на месте. Вот это что-то там дрова, короче, вода. Все это дело, оно там кипело, бурлило. И это самое, все оно готовилось там. Так, опять мне неудобно. Смотрите. Блин, как меня эти суки запарили. Вообще, я не знаю. Вот такая дырина у него сзади. Ну, материал хороший, прочный такой, да? То есть он сейчас стоит, благодаря этому материалу, то, что сделан был на века, он стоит вот здесь как памятник. Как памятник. О, какой. Видали, да? Сейчас я отойду. Во. Вот такой вот памятник. На паровоз похож, да? Но это электростанция. Так, здесь, короче, вот у них такие лампочки красивые, подсветочка. Все такое все светится, лавочки классные такие вот. Все. Так, и мы сейчас с вами идем сюда. Вперед, вперед, вперед. Сейчас вам тут покажу елочку нашу. Елочку, елочку, елочку. Так, сюда надо вперед идти. Вперед надо идти. И, наверное, на этой елочке я стримы закончу. Все, да? И так уже прилично. И так уже 1 час 41 минута я стримлю. В мороз минус 47. Ну, благодаря тому, что я так хорошо одет, как бы, да, захожу, вот, греюсь периодически. Мне удается так долго ходить. Потому что у нас цивилизация. Вот она, елка, видали? Блин, что-то не грохнулся опять. Опять скользко. Во, видали? Вот она, елка. Часть гирлянд почему-то не горит. Здесь. Уже, видать, они с мороза. И здесь вот этот, смотрите. Это кто такой? Дед Мороз и олени, да? Они что, надувные, из какого-то материала сделаны? Угу. Да, точно, да. Деревню, да. Да, двигатель такой. Ну, там электричество. Там же Якутскэнерго, вот рядом с ним стоит. Ага. Вот это вот, смотрите, они так сделали здесь. Украсили. Елка вот такая здесь шикарная. Там звезда наверху. И под елкой вот. Видали, Дед Мороз. Олени. Олени везут. Видали, да? Тут даже у него подарки, что ли, есть какие-то вот это. Что-то типа подарков или что такое, не знаю. Такая елочка у нас. И здесь вот еще вот это вот. Такое дерево. Классное. Ага. Ну ладно. Будем с вами прощаться. Мне надо, пока я вам ее наведу, отойду немножко в сторонку. Я бы, может быть, еще удачнее бы все это стримил, да, как бы. Но мне неудобно. Короче, спасибо, да, вам спасибо большое, что смотрели. Ну, не совсем, да, что рядом, да. Ладно, все. Давайте, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки там. Подписывайтесь. Что там еще надо говорить на ютубе. Вот у нас сегодня 23 декабря. Город Якутск. Температура 47 градусов на улице. Ладно, все. Он у меня уже что-то фокус не наводит. Ладно, все. Спасибо всем. До новых встреч. Пока. Завершить трансляцию. Окей. Все.